Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, мы уже начинаем описывать уже личность пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он уже проявляет себя в обществе. Ему уже 12 лет. Каким образом он себя показывал? Это очень важный этот момент. Настолько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах говорит, придут люди с моей умной общины, которые будут, говорит, им не будет жалко жертвовать самим имуществом и семьей, чтобы один раз увидеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Настолько, хотя нам здесь такая есть среди мусульман, альхамдулилля, много людей, которые в таких случаях настолько готовы ради пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И сахаби, и салаф салихин, табиин, они всегда старались описывать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как он выглядел, как он говорил, на чем даже он, на чем любил он сидеть, на осле, на лошади. Осел, как звали осла даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Как у него были глаза белые и черные. Настолько они стремились к этому, познать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. У нас нет возможности познать Аллаха. Мы просто по сифатам знаем. Когда образ видишь человека, она больше влияет в человеке. Например, если возьмем, которая недавно была карикатура, да? У всех чувства поднялись и злились на это. До этого же тоже издевались всегда враги ислама над пророком, саллаллаху алейхи вассалям. В газетах и, можно, и аудиозаписях. Но когда уже суру, фотку сделали пророку, саллаллаху алейхи вассалям, у всех злость появилась. Поэтому, когда мы представляем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у нас привязанность к нему больше появляется, и любовь больше появляется. Любой человек, кого любит, он стремится, желает видеть того человека, которого он любит. Поэтому нам, чтобы видеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и представлять, надо познать его побольше. Вот сегодня мы рассказали в прошлой теме после Абдул-Мутталиб, как исполнилось пророку, саллаллаху алейхи вассалям, 8 лет. Его выручил, чтобы Абу Талиб за ним посмотрел. И Абу Талиб очень уважал и ценил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, настолько он видел в нем признаков. И однажды, когда уже 12 лет исполнилось пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб захотел поехать в Шам, торговлю. И это время, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему больно было, говорит, когда ему уже 12 лет, маленький, чтобы туда куда-то поехать с дядей, дорога далеко. И когда увидел в глазах пророка слезы, Абу Талиб пожалел и с собой взял. Тем более, конечно, ему после расставания с матерью, потом Абдул-Мутталиб, и потом еще без Абу Талиб, уже он привык. Абу Талиб всегда, когда даже спал, рядом, хоть у него много сыновей было, всегда рядом уложил, говорит, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Настолько он был привязан, Абу Талиб. И по дороге, когда они дошли в сторону Шам, вот где Сирия, местность под названием Бусра, недалеко от Шама, около 80 километров. Говорит. Там был один монах, который в хижине служит Аллаху всегда, но это от христиан, что это осталось у них, истинный год. До него кто-то был алим, до него, который там служил. Вот один за одним, вот так, вот этом хижине всегда были, говорит, кто совершали ибадат только единому Аллаху. И он, когда увидел сдалека караван, заметил, что что-то удивительное, что когда караван двигается под ним, когда солнце, небеса яркие, и видит какая-то облака, и за ними двигается с караваном. Они это время ожидали, настолько они
знали в описаниях, что время настало, появляется пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он никогда не выходил, говорит, с хижины, кого-то встречать. И этот раз, когда увидел, вышел, говорит, навстречу этой каравану. И их позвал кушать, гости. Эти удивились и спросили: ты раньше нас никогда не встречал и не звал, говорит, в гости. А теперь что случилось? Вам зачем, говорит, я хочу вас угощать, говорит. Пока он не говорит, что он видел. И увидел в пророке качества, которые в книгах сказано. И подошел поближе к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил, кто отвечает за этого мальчика. 12 лет ему. Абу Талиб сказал: я отвечаю. Тогда спросил он: кем он тебе является? Он говорит: сын мой. Тогда этот монах сказал: не подобает этому мальчику, чтобы у него был отец. Тогда Абу Талиб сказал: да, его отец, он сын моего брата. И тогда он спросил, говорит: а братом что случилось? Абу Талиб ответил, говорит, что брат умер, когда его мать был в положении. Говорит. И этот ученый, он рассматривал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и увидел, говорит, между лопатами печать пророчества. Говорит. У пророка был, говорит, такой аламат между плечами, говорит, лопатами, то есть. И он всех позвал в гости себе домой. И сказал: мальчики, взрослые, рабы, все пускай приходите в гости ко мне. И они пришли все. Когда сели над столом, возле стола, он смотрит и не ищет. И смотрит, а облака, которые было там, осталось на месте. Они, оказывается, пророка оставили возле верблюда. Это облака, которые ему тень делал, она тоже осталась там. Он изменился свет и сказал: я же вам сказал, что вы все пришли. Они сказали: мы все пришли, кроме как одного мальчика, ему нет необходимости взрослыми гости приходить. И потом один пошел и обратно привез его сюда, говорит. И начал спрашивать ему разные вопросы. Подошел к ним ближе и начал спрашивать: я прошу тебя, говорит, билляти валь узза, именами идола, говорит. Он-то не назвал их идолом, потому что увидел, что это курайшит караван, они используют Аллат валь узза, это идол. Он тоже спросил этого мальчика, это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не спроси меня от имени этих идолов, говорит. Нету для меня, который ненавистнее вещь, чем эти имена, говорит. И потом спроси, что хочешь. И начал спросить он, как он спит, что ему нравится. И убедился конкретно, что он уже пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потом Абу Талибу сказал: вы куда собираетесь? Говорит, мы собираемся в Шам, говорит. Он сказал Абу Талибу: вы лучше вернитесь обратно в Мекку, в родину. Я боюсь, говорит, то, что я знаю, говорит, там евреи тоже, они тоже знают, говорит, про описание этого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если они узнают, я боюсь, что они навредят ему, говорит. И он вернулся, говорит, обратно в Мекку, говорит. И он говорит, когда этот ученый это рассказывает, когда вышли, говорит, я замечал, говорит, что все деревья, камни давали ему салам, говорит, что уклон делали. Говорит. Вот это признак Аллаху Та'ала. Не всех, конечно, не все видели, конечно. Кому Аллах, у кого сердце чистый, он это видел, говорит. Итак, они вернулись обратно в Мекку. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, становится больше и больше взрослеет. И он рассказывает: кунту ар'ал ганама. Я, говорит, пас овцов, говорит, в Карарит, в Мекке, он на несколько монеты, говорит, деньги, пас овцов. Но Аллаху Та'ала, говорит, есть в этом тоже мудрость, говорит, что его Аллаху Та'ала отдарил от молодых, которые в Мекке есть, которые, как любой молодой человек хочет жить, от всего, чтобы он дальше был, он постоянно пас овцов, говорит. И однажды рассказывает пророк, саллаллаху алейхи вассалям: ма хамамту бишайин, я
не задумался, говорит, не захотел совершать то, что делает джахлияты, вот, его ровесники в Мекке, кроме 2 раз, говорит. Однажды он говорит, когда я пас овец, я попросил друга, говорит, посмотреть за меня мои овцы тоже. И пойти в Мекку, как ночью проводят молодые, провести также ночью, говорит. И когда я приблизился к Мекку, возле первого дома, я спросил, я слышал, говорит, уже звук от свадьбы. Я спросил, говорит, что здесь? Там сказали, говорит, свадьба. И там я дальше не смог, говорит, там же уснул, говорит, утром проснулся от жары солнца, говорит. Второй день тоже попросил своего товарища, напарника. Второй день тоже так же случилось. Он не смог туда идти. Это что значит? Аллах Та'ала его берег, если Аллах захочет остановить, чтобы он до пророчества тоже он жил чистым. Он не смешивался в вот этих кафирских идолопоклонных их праздниках. Он говорил, говорит, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, о Аллах, говорит, когда видел они вот жертвоприношения или праздники служат идолам, о Аллах, я не знаю, как тебе поклоняться, но я в сердце только тебе поклоняюсь. Вот так он в молодости вот таким был. И никогда не ел, говорит, от жертвы, которые верблюды для идолов порезали, он никогда не ел. Но до ислама тоже он был таким чистым, говорит. Еще мы понимаем, когда даже ему 12 лет, 13 лет, он в это время тоже он пас овец, говорит. Настолько его дядя Абу Талиб, у него была семья, большая семья была, говорит. Он как благодарность, от его благодарности, он хотел помочь, чем может своей дяде Абу Талиб. Но Аллах Та'ала говорит, посредством пророка Аллах Та'ала дал ему баракат, Абу Талибу, у него тоже дела пошли, говорит, лучше, говорит. Чтобы долго тоже не было. Здесь остановимся, иншаллах, в следующий раз. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, примерно исполнится 25 лет. В 20 лет он участвовал, уже как его везде звали, как взрослого, как почтенного человека, для советов, настолько его нравы, характеры уже начали появляться. И здесь уже начал заниматься торговлей. Это все пока, смотрите, до 40 лет он занимался торговлей, занимался людьми, купля-продажей. В это время он выявлялся характер. Настолько он щедрый, чистый, мудрый. Иншаллах, про это расскажем, как он и женился на Хадиджа, радiyallahu анха. Алхамдулиллахи раббил аламин.